Приветствую, друзья! Сегодня на линии фронта в Украине не прекращаются бои. Если верить сводке украинского даже Генштаба, то здесь они уже тоже четко отмечают, что союзные силы идут в атаку на 4 направлениях. Стоит отметить, что несмотря на ожесточенные бои, какого-то глобального серьезного наступления российская армия на данный момент не предпринимает. Но тем не менее, с учетом таких боев, вялотекущих можно сказать, то сейчас очень большие натовские силы просто сковываются в районе города Артемовск, Авдеевка и так далее. Тем более уже поступает информация о том, что заграничные наемники начинают гибнуть просто массово. Вот, например, подтвержденная гибель одного австралийского наемника. И это только верхушка айсберга, потому что сейчас уже есть данные о том, что наемников ставят чуть ли не в штурмовых подразделениях. А это уже говорит о том, что по факту количество наемников в украинских войсках сейчас доведено чуть ли не до 40-50%. И несмотря на то, что натовская группировка войск в Украине достаточно мощная сейчас, это подтверждают различные вот такие вот фотографии, где видно, что заграничной натовской техники достаточно много в войсках. Тем не менее, в конечном итоге, с учетом их наступательных действий, все это заканчивается для них плачевно. И уже в интернет начинают поступать вот такие фотографии, которые четко свидетельствуют о том, что с наступательными действиями там все не так однозначно. Вот, например, турецкий бронеавтомобиль Кипри, который уже затрофеили союзные войска. Вот, например, различная другая техника, которую даже непонятно каким способом уничтожили, но явно там было очень что-то сильное. Также мы видим, что натовская группировка войск уже полностью отказывается от советских различных боеприпасов, потому что они банально закончились. И мы видим, что уже в ВСУ поступают различные американские мины, типа там Клеймор и так далее, вместе со всем необходимым дополнительным оборудованием. Мы видим, что это не только техники касается, это касается уже даже чуть ли не стрелкового оружия. А тем временем уже сообщают о том, что сегодня пытались натовские войска атаковать плотину Каховской ГЭС ракетами «Хаймарс», выпустив целый пакет. Из всего пакета долетела только одна ракета, которая, слава богу, пока еще не привела к каким-либо критическим разрушениям. С учетом того, что ракетами «Хаймарс» достаточно проблематично уничтожать объекты критической инфраструктуры, потому что они условно для этого явно не предназначены, и нужно выпускать очень много ракет сразу по одному месту. И с учетом активного действия ПВО на эти ракеты, то по факту мы видим, что это, как говорится, только начало, с учетом опять же опыта, как выводили из строя Антоновский мост. И несмотря на то, что вроде как бы еще по имеющейся информации все-таки планируется какая-то серьезная наступательная операция натовских войск на Херсон, мы видим, что объективно уже в Пентагоне даже заявляют, что в украинской армии, вернее в натовской сейчас на территории Украины сейчас очень активно не хватает артиллерии, потому что объективно, если верить американскому чиновнику, то на каждые 20 тысяч выстрелов артиллерии с российской стороны, то сторона натовская может ответить только, знаете, 4 тысячами-6 тысячами. И все это обусловлено в первую очередь тем, что сейчас очень активно начали уничтожать различные самоходные артиллерийские установки, которые массово сейчас поставляют натовским войскам в Украину. И, конечно, в этом всем очень активно участвуют баражирующие беспилотник «Камикадзе» Lancet концерна Калашникова. Тем временем мы видим, что союзные силы готовятся также к серьезной обороне на правом берегу Днепра. И для этого уже делают различные укрепленные позиции. Это уже подтверждается различными коммерческими спутниками, которые понаделывали с тех мест вот такие вот фотографии. Данные снимки свидетельствуют о том, что российские войска четко усвоили возможность контрнаступления со стороны натовских сил и сейчас активно готовятся и к обороне также. Соединенные Штаты Америки при этом понимают, что Россия готовится к серьезной конфронтации с западными странами. Именно поэтому уже пригнали американцы в Средиземное море свою атомную подводную лодку, которая несет у себя на борту 24 ракеты «Трайдент» с ядерными боеголовками. Об этом сообщила итальянская пресса, назвав появление этой подлодки посланием Путину, поскольку она может месяцами плавать под водой, оставаясь незамеченной. Решение показать ее свидетельствует о готовности американцев послать сигнал Кремлю. И тут, конечно, такими подводными лодками мало чем можно Кремль удивить, потому что, как известно, в Российской Федерации таких подводных лодок, которые могут нести ядерные боезаряды и гораздо более мощные, нежели вот американская подлодка, достаточно много. И все они, как
говорится, сейчас на боевом дежурстве. Тем не менее, Соединенные Штаты Америки играют на повышение градуса конфликта. Именно поэтому пригнали уже в Испанию свой борт, который может использоваться как пункт управления и называется самолетом судного дня. Такие в Российской Федерации тоже есть, и здесь стоит отметить, что вот такие вот сигналы — это все-таки яркий маркер к тому, что стороны готовятся к обмену возможными ядерными ударами. Тем не менее, стоит отметить, что у ядерной конфронтации не будет сторон-победителей. И здесь очевидно, что главный план западных стран состоит в том, чтобы изнутри уничтожить Российскую Федерацию и разорвать ее, точно так же, как они это сделали с Советским Союзом. Поэтому не нужно быть гениальным аналитиком, чтобы понять, что самое главное сражение сейчас, конечно, идет внутри Российской Федерации, потому что там пятая колонна западных стран активно сражается с пропатриотическими, пророссийскими силами, которые, естественно, хотят одержать верх в этом противостоянии и вернуть России суверенитет. Друзья, также напомню, что ко мне приходит много интересных видео, которые я здесь на ютубе не могу опубликовать, потому что тут есть масса ограничений, а в телеграме их нет. Поэтому все самое интересное я выкладываю у себя в телеграм-канал. Ссылка на него в описании первым комментарием под видео. Переходите, смотрите, подписывайтесь. В телеграме мой канал выглядит вот так. Сейчас делают много клонов, и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. Также интересные звоночки приходят сегодня с западной прессы, которая уже обозначила, что якобы официально Соединенные Штаты Америки просто требуют от Зеленского, чтобы он все-таки не был таким категоричным в отношении мирных переговоров с Российской Федерацией. Уже сейчас понятно, что американская республиканская партия будет строить свою предвыборную кампанию на тезисе «ни копейки больше в Украину». И у Зеленского, и также у Байдена это прекрасно понимают. Именно поэтому мы видим вот такие вот уже сигналы для того, чтобы сейчас Зеленский не наговорил столько всего, что не предполагает в дальнейшем каким-то образом сохранения хоть даже части Украины. Издание утверждает, что это происходит на фоне усталости от Украины и опасения перед перспективами войны. Не знаю, как там в Америке, устали от войны или нет, но вот народ Украины давным-давно от нее устал, потому что вот мы уже видим, что в Киеве местная мэрия уже активно готовится эвакуировать весь Киев, потому что света может не быть и не только несколько дней, а может и неделю света не быть, и 2 недели, и месяц, и несколько месяцев. Именно поэтому даже уже до самых тугих киевских властей, как известно, там, знаете, любитель различные там мудрые мысли Кличко, там мэром все-таки сейчас является, и даже до него уже доходит, что сейчас уже нужно прорабатывать возможность эвакуации киевлян куда-нибудь в другое место. Это как-никак 3 миллиона человек, и объективно каких-то мест дислокации, куда бы все-таки можно было этих людей эвакуировать, объективно в офисе Зеленского нет. И тут, скорее всего, нужно будет вспомнить опять про страны Евросоюза, которые вынуждены будут принимать все вот эти миллионы украинцев, потому что объективно в Украине просто физически нет такого количества жилья, где можно было разместить настолько гигантское количество людей. Тут нужно, конечно, вспомнить, что уже страны еврозоны, многие, даже Германия, уже в открытую заявляют, что у них просто тоже нету жилища, куда дальше расселять тех беженцев, которые приезжают с Украины. И в принципе, если даже так разобраться, Киев — это же только столица, это только один город. Конечно, он самый крупный, но тем не менее, если такая ситуация будет в Украине с отоплением, с электроэнергией, то такая же ситуация будет и в других областных центрах. А это, как мы знаем, уже еще много миллионов людей, которые также придется где-то расселять. Куда будут расселять все вот эти миллионы украинцев, будьте добры, напишите в комментариях. Но я хотел бы обратить ваше внимание на вот это возмущение израильского журналиста о том, что в украинском поезде вот ездят вот такие персонажи, которые открыто пропагандируют нацизм всем своим нутром. И вот таким израильским журналистам и прочим журналистам, которые удивляются в том, что оказывается в Украине есть нацизм, и он вот так проявляется. Я хочу все-таки, чтобы эти все люди обратили внимание, например, на Евросоюз и на руководство Евросоюза, которое недавно ввело санкции по национальному признаку. То есть не конкретно против каких-то людей или групп людей, а конкретно против
русских. ЕС запретил пользоваться криптовалютами на своей территории всем россиянам. И, как известно, Россия — это многонациональная страна, много народов там проживает. И здесь мы видим, что прямо руководство Евросоюза просто, знаете, живет по нацистскому принципу и, конечно, делит людей по национальности и пытается их ограничить. Просто такие прозрения различной западной прессы в отношении существования нацизма в Украине, они немного поражают с учетом того, что в Евросоюзе этот нацизм уже гораздо более ярко и жестко проявляется. И судя по всему, пока глава Еврокомиссии себе не сделает татуировку из свастики на лбу, походу нацизм в Евросоюзе вообще в упор видеть не будут. В продолжении этой темы вот обратите внимание на забавную новость о том, что глава фракции партии власти, которая принадлежит Шольцу, это канцлер Германии, уже заявил о том, что его несколько месяцев назад внесли в список террористов, потому что он призывал к миру. И это не кто-то, это серьезный немецкий политик. И он, знаете, фракцию возглавляет самого канцлера Германии. И вот такие вот ситуации как бы имеют место быть. И мы видим, что даже вот европейские политики высокого уровня ничего сделать с этим не могут, с такими проявлениями. Меня, например, вообще не удивляют такие вот заявления немецких политиков, потому что, естественно, с 2014 года все, кто призывает к миру, это с точки зрения власти и Порошенко, и Зеленского, это террористы. И, например, я в тюрьме провел за это 2 года и 3 месяца, потому что меня именно по этому поводу в 2015 году арестовали и до 2018 продержали. И только благодаря общественному резонансу и добрым людям мне удалось тогда выйти из тюрьмы, потому что приговор мне тогда светил в 9 лет, который уже выдали суд первой инстанции. Так что всем вот этим немецким политикам и различным там западным журналистам, которые прозревают периодически, то я просто хотел бы обратить их внимание на Евросоюз и на те процессы, которые идут с 2014 года. Потому что кроме как нацизмом это вообще никак нельзя назвать по определению. Друзья, на этом у меня сегодня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что, как вы помните, там всегда можно гораздо больше вам предоставить интересной информации, нежели здесь на YouTube. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. До скорого!